Вот такой вот нож сделал якутский. Как всегда, вот такой вот, ну, видно, нет, не знаю, но такой рисунок интересный на металле получился. Металл предположительно 45-я сталь. Нужен к нему такие вот деревянные с можжевельника. Это антисептик природный. Все запахи убивают, даже рыбы, проверено не раз. И вот сейчас вот нарезаю ремни такие, вот столько уже нарезал. Сколько там, не знаю, метров это. Курточка кожаная старая. Потом хотим оплести вот эти ножны. Металл получился такой мягковатый. Мечта якута. Об кость. Рог, то есть, вернее, строгаешь, вроде не заминается, а когда бьешь, вроде как заминается. Ну и правится легко. Правится вот эта вот плоскость, такая кромочка. Маленькая, так и правится легко. Немножко покажу, как ремни нарезаю. Этим же ножом прямо. Им же ножны внутри выбирал. Ну, где неудобно было, там тоненьким ножичком. Кожа толстая такая. В курточке с кожаной. Как бронежилет такая тяжелая была. Все на глазок, по старинке. Ну, я думаю, несмотря на мягкость, что если вот так вот он режет кожу, то есть столько уже нарезал, еще режет пока нормально. Тут, думаю, хватит разделать какого-либо зверя. Ну, может, один раз придется поправить, но он и правится легко. Ну, давай-ка покажем еще, как он по прочности какой. Полежка сюда. Ну, кончик, в смысле, нарезал. Ну, кончика ничего. Прыгал на нем на этих печах тоже, вот как всегда показывал, испытывал. Все, до свидания, не буду в этом больше внимания.